И сегодня же Владимир Габулов уже в новом статусе отправился на стадион «Спартак». Там состоялась презентация обновленного логотипа вновь созданного футбольного клуба «Алания Владикавказ». После этого воспитанники команды провели открытую тренировку. Болельщикам же удалось пообщаться с игроками и тренерским составом, которые рассказали о ближайших перспективах развития астинского футбола. Обо всем подробнее в материале Хета Каплиева. Вот она, первая тренировка уже нового клуба «Алания Владикавказ». Посмотреть на нее пришли десятки людей. Сегодня здесь все говорят об одном – нужно вернуть команду в элиту российской премьер-лиги. Многие помнят, как тогда это было. Эдуард Салагов лично наблюдал за тем, как Владикавказский клуб побеждал московские команды. Сейчас болельщик с надеждой смотрит на молодых ребят. Ну тогда в конце 80-х уже футбольный бум в Осетии уже был. И уже все болельщики, и старые, как говорится, и старый млад, поверили в команду, просто поверили в команду. А футболисты, естественно, отплатили тем же. Если в тебя верят, то ты играешь, как влаживаешься, играешь как положено. Ну, я так думаю, в всяком случае. Ну, не последнюю роль в этом играют болельщики, наверное, да? Вы знаете, если не далеко не последнюю, да, далеко не, если не одну из ведущих ролей. За первой тренировкой наблюдает и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тимур Артабаев. Рассказывает, сам когда-то занимался футболом и уверен, с появлением инвестора Даниила Гуриева футбол в Северной Осетии должен заиграть новыми красками. Конечно, большое спасибо хочется сказать людям, которые приложили руку к этому процессу, который сейчас в самом начале. С нашей стороны будем поддерживать, ходить на игры, делать все, что возможно для того, чтобы футбол в Осетии снова стал тем, чем он всегда здесь и был. Отдушиной, радостью и тем, что объединяет наш народ. Поддержать команду пришел и певец Сослан Бурнацев, более известный под псевдонимом Эндшпиль. Музыкант говорит, лично знает некоторых игроков Алании Владикавказ, поэтому будет болеть еще сильнее за них в новом сезоне. Батраза Гурциева знаю, это мой сосед, он всю дорогу тоже играли вместе в футбол. Да, знаю немного. Кого-то знаю так, ну не лично, но знакомы. Все ждали, все республикой, все любят футбол. И поэтому было бы круто возобновить все это, начать опять приходить массово на футбол. О том, какие непростые времена переживал Владикавказский клуб, Андрей Попов знает не понаслышке. Он руководит фан-клубом. Даже после вылета команды во второй дивизион продолжал ездить на игры за пределы республики. Таких же, как он, еще 50 человек. Но Андрей уверен, сейчас появится еще больше людей, которые готовы поддержать новую команду. Фанат, он есть фанат. Болельщик и фанат – это, наверное, все-таки разные понятия. И фанат всегда с командой, в какой бы ситуации, в какой бы лиге, где бы ни играли. Поэтому я не один такой, нас определенное количество ребят и немало, которые все это время, когда команда была в упадке, поддерживали ее как могли, и в том числе и на выездных матчах. Большую роль в появлении команды сыграл бывший министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов. Теперь он президент футбольного клуба «Алания Владикавказ» и советник главы республики по развитию футбола. Говорит, времени на раскачку нет, надо действовать уже сейчас. Я чувствую, знаете, что я в предвкушении большой работы, даже не в предвкушении, а уже ощущаю тот уровень ответственности, который ложится на наши плечи, на наши, я имею в виду всей нашей команды, кто сейчас рядом, те, кто сейчас хочет заниматься футболом и развивать его. И вот она, долгожданная встреча команды с болельщиками. Игрокам вручили футболки, уже с новым названием. Обновился и состав. Кроме тех футболистов, которые выступали весной за Владикавказский клуб, есть еще 10 новичков. Болельщики надеются, что совсем скоро спортсмены будут радовать фанатов своей игрой. Ведь именно этого ждет все футбольное сообщество Северной Осетии. Хета Каплиев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.